Это вещество убивает раковые клетки. Да, в данном случае это да. Звучит настолько революционно, что поначалу даже не верится. Убийца рака найден и не где-нибудь, а в Уфе. Результаты этого научного исследования впечатляют. Особый компонент, способный бороться с онкоклетками, обнаружен в башкирском бортевом меде. Вот это кристаллическое вещество ярко-красного цвета называется пиностробин-халкон. Именно оно убивает раковые клетки. Башкирские ученые выделили его из вот такого бортевого прополиса. Также оно содержится в бортевом меде. Как именно это работает, нам показывают в Институте биохимии и генетики. Так выглядят живые раковые клетки нейробластомы человека под 1000-кратным увеличением. Их сажают в лунки на специальном планшете и наблюдают. Таким сплошным монослоем на дне они живут, делятся и размножаются, когда им хорошо. А здесь те же самые клетки после того, как к ним добавили пиностробин-халкон. После воздействия клетки округляются, часть клеток она всплывает, часть клеток вот остается такими островками. То есть это все говорит о том, что клеткам плохо и они погибают. Ульяна Кузьмина – руководитель этого научного исследования. Оно было проведено за счет гранта главы республики. Удивительно, говорят в институте, но прежде в Башкортостане ни разу столь глубоко не изучали структуру башкирского меда, его химические свойства и биологическую активность. В ходе исследования были взяты образцы разных видов меда со всей республики. И вот важный момент. Компонент, убивающий раковые клетки, обнаружили только в бортевом меде и прополисе. В обычном пасечном его нет. Мы на разных опухолевых линиях, клеточных линиях просмотрели это и рак легкого, рак молочной железы. И с помощью вот инвитро исследований биологических мы установили, что это вещество убивает опухолевые клетки. Это стадия 2Б, стадия молочной железы. Известный онколог, доктор медицинских наук Шамиль Ганцев это открытие называет весьма перспективным. Но пока лечебный эффект компонента меда доказан лишь на клеточном уровне. Какое действие он окажет на организм человека в целом, еще неизвестно. Способен ли пиностробин-халкон остановить рост злокачественной опухоли, в какой дозировке его необходимо применять? Все эти вопросы требуют клинических исследований. Безусловно, надо проверить в клинических условиях. Только нужны пациенты и использовать те, которые хотели бы быть. Но я думаю, в дальнейшем это нет проблем. Это же нормальный продукт, люди сами употребляют, покупают. Я думаю, что этой темой очень важно заниматься. Наша клиника тоже готова к этому продолжать эту работу. Однако путь от молекулы до аптечной полки может стоить $1 миллиард, говорят медики. Обычно это по карману только крупным фармацевтическим компаниям, которые выкупают разработки ученых. Либо профинансировать исследования может государство. Клинические исследования делятся на фазы. На первом этапе проверяется безопасность вещества. В испытаниях на этом уровне, как правило, участвуют всего 10-20 человек. На второй фазе оценивается уже терапевтический эффект. Здесь от 100 до 300 испытуемых. И, наконец, на третьем этапе на тысячах людей исследуется взаимодействие с другими препаратами, отрабатываются дозировки. Довести какую-то конкретную молекулу уже до полки аптеки – это большой труд и не такая простая задача. Но все-таки я думаю, что именно в плане меда и его компонентов очень есть большие перспективы. Лекарства еще нет, но есть сам мед с высоким содержанием пиностробина-халкона, который можно есть уже сейчас. Насколько выражен в таком случае противоопухолевый эффект и почему только бортевой мед и прополис содержат этот компонент? Попробуем разобраться. Мы делаем так же, как наши предки. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вот так вот бортевик поднимается на борте. Этот промысел сродни сакральному таинству. Важна каждая деталь, словно часть ритуала. Глухая тайга на границе Ишимбайского и Бурзянского районов. Добывать дикий бортевой мед в этих местах начали как минимум с середины XIV века. И с тех пор инструменты и методы почти не изменились, рассказывает бортевик в 4-м поколении Анур Вахитов. Попробуем взять. Соты, или, как говорят здесь, языки, с медом он собирает голыми руками. И удивительно, пчелы его не атакуют. Вот так вот живут дикие пчелы.
Интервью с человеком на дереве мы записываем впервые. Бортевик работает почти без страховки, иногда на высоте 18 метров. Это примерно как пятиэтажный дом. Его тело удерживает лишь специальная кожаная веревка. Точно такую использовал и прадед Анура. Вот это так называемый керам – веревка из натуральной бычьей кожи, которой пользуются пчеловоды-бортевики. Можно сказать, аналог альпинистского снаряжения с многовековой историей. Между прочим, цена одного такого керама достигает 15 тысяч рублей. Но, говорят, при правильном уходе и хранении может прослужить больше 100 лет. Бортевики всегда работают только вдвоем. Говорят, от этого зависит жизнь. Ришат Вахитов с детства начал водить сына в лес, обучил мастерству. Теперь он подстраховывает его снизу, подает инструменты, принимает батман с медом. Вот, последний урожай в этом году. О, попробуйте. А вы, когда на землю спускаетесь, облегчение испытываете? Нет. А раньше испытывал, сейчас нет. Когда вот первый раз поднимался, у меня ноги дрожали вообще. Потом привык уже, часами могу стоять, уже работать. Бортевой мед собирают лишь один раз в году, осенью. Заканчивать иногда приходится даже в ноябре, поскольку бортей у Вахитовых много, более 300. От дерева к дереву никаких дорог, только на тракторе по болотам и бурелому. В тайге вот в таком вагончике на колесах живут по 2-3 недели. Медведи в этих местах явление привычное. Например, совсем недавно огромный косолапый гонял коров прямо по улицам деревни. Это запечатлела камера. Именно медведи нередко залезают на борте, чтобы полакомиться медом. Во время съемок в лесу мы с тревогой оборачиваемся на каждый хруст, ожидая увидеть мохнатый силуэт среди деревьев. Но бортевики спокойны и даже подшучивают над нами. Там медведь ходит. Медведь идет. А вот именно эта мысль первая пришла мне в голову. Сейчас поставлю родовую тамгу. Родовой знак «Тамга» ставится на каждое новое дерево, куда заселяется очередная пчелиная семья. И это тоже часть ритуала. Тамга рода Вахитовых – изображение вилы. Это мы уже лет 10-11. Чем же уникален именно этот бортевой мед и почему только в нем есть вещество, убивающее раковые клетки? От других видов меда он отличается прежде всего тем, что не фильтруется. В нем намешаны и воск, и прополис, и даже кусочки пчел. Вот они, пчелы. В составе и воск, и прополис. Бортевой мед намного полезнее, чем обычный мед. Наряду с обычным дикий мед у бортевиков всегда на столе. Это и десерт, и лекарство одновременно. В случае болезни используют и бортевой прополис. Делают настойки, мази, которыми лечатся с детства. И вот удивительно, в роду Вахитовых онкозаболеваний не было ни у кого. Слава Богу, у нас в роду никогда не было онкологии. Я думаю, из-за меда мы же занимаемся бортничеством. Мои предки занимались бортничеством. Постоянно у нас на столе мед, прополис. И детей лечим прополисом, медом тоже. Кроме бортей в лесу, пчеловоды обслуживают и особые колодные пасеки, когда домом для пчел становится фрагмент спиленного дерева – колода. И такой мед тоже считается бортевым. Близ деревни Новосаитово колодная пасека расположена на берегу реки Нугуш у подножия горы Ардекле. Уникальное изобретение семьи Вахитовых, которое не используется больше нигде в республике. Так называемая трехэтажная колода. Это фрагмент ствола дерева, в котором выдалбливаются 3 отверстия и могут жить сразу 3 пчелиные семьи. Такое многоквартирное жилище пчелы выбирают с большей охотой по сравнению с обычной колодой, поскольку воспринимают его как настоящее дерево. Сегодня вот, а мне повезет, с тобой меня повезет. 7 детей, 15 внуков и 11 правнуков. Местной жительнице Зубайле Хасановой недавно исполнилось 80. И с бортевым медом у нее свои особые отношения. Ребенок войны, она вспоминает, выжили именно благодаря меду. Отец-бортевик рано начал брать девочку с собой в лес. Я ему помогала, подавала дымарь снизу, батман, а он мед спускал. Мы много ели меда, в голодные времена это нас спасало. Наверное, потому что люблю мед, я дожила до таких лет. Особое значение имеет то, в каких условиях пчелы собирают мед, говорит вице-президент Ассоциации ведущих переработчиков меда республики Сергей Мулюков. Именно этим он объясняет отличительные лечебные свойства бортевого меда. Чем отличается бортевое пчеловодство от обычного пчеловодства? То есть человек в обычном пчеловодстве эксплуатирует животный страх пчелы. То есть, когда пчела собрала полностью рамки, запечатала медом, закрома полные, человек забирает эти рамки,
ставит пустые, у пчелы начинается страх, что зимовать не с чем. И она начинает работать на износ, она начинает собирать все подряд, чтобы хоть как-то закрома свои пополнить. Рабочая пчела живет меньше месяца. Бортевая пчела лишена этого страха, считает эксперт, поскольку весной и летом ее никто не тревожит, и она дожидается самых лучших медоносов. Пчела, она ждет, она как такой марафонец на длинной дистанции, она распределяет силы правильно, понимая, что она не может забить весенними там медоносами, там ивы, чернокленом, там лядуванчиком, нектаром, потому что потом пойдет основной ценный медонос, липа там и другие. Пчела со своей генетической памятью вдумчиво собирают, закладывают и многократно обогащает своим слюнным ферментом. Поэтому в обычном меде 15-20 единиц диастаза это считается очень хороший показатель. В бортевом башкирском меде это 80 единиц. Место сбора тоже имеет большое значение. Бортевой мед добывают только в лесной зоне Бурзянского и Шимбайского районов Башкирии и больше нигде в России. У нас никаких полей больших, никаких посевов нет, ни заводов, ни фабрик. Поэтому мед получился таким качественным, полезным. Вот у нас лимонад. Космический лимонад, суп и мед, который поставляется на МКС только из Башкирии, в тех самых классических тюбиках, напоминающих зубную пасту. Как шутит известный переработчик меда Ришат Галеев, этот мед самый дорогой в мире, потому как доставка 1 килограмма груза на мкс стоит более 10 тысяч долларов. Самые первые в таких, вот потом уже начали в тюбиках поставлять. И они по 9-бальной шкале оценили меда 8-9 баллов. На уфимском предприятии бортевой мед фасуют в деревянную тару, обработанную воском, чтобы он не отдавал влагу. Берется вот так вот, заливается воск, потом вот так делается обкатка. То есть внутри получается завосковано. Это место можно назвать домом меда, потому что здесь царит особая, почти музейная атмосфера. Здесь и гигантский батман 19 века на 500 килограммов, и железные баночки, в которых продавали башкирский мед больше 100 лет назад. А в советские времена, рассказывает Ришат Касимович, наш мед был своеобразной валютой. С этой банкой можно было все. И холодильник купить дефицитный, сотовый мед. Можно было хоть куда устроиться, хоть что купить на него. А это вот у нас батман за Киева-Лиди. В Ишимбайском районе в молодости у него были борти, и он бортничал. Сам Галеев тоже занимался бортничеством в 80-е годы. Рассказывает, уже тогда были предположения о способности дикого меда влиять на онкологию, но он относился к этому скептически. Начали ко мне обращаться онкологически больные. Нам, говорит, врач посоветовал именно бортевой мед. Я всех разубеждал. Я не верил, потому что, я говорю, тогда бы все бортевики на вертолетах за бортевым медом летали. Теперь же у этих народных наблюдений появилось научное обоснование. Это дает надежду онкобольным. Кроме того, исследование может стать и толчком для развития бортевого пчеловодства и медовой отрасли в целом. Если сейчас будет обоснована научно уникальность, ценность бортевого башкирского меда и других пчелопродуктов с ним связанным, то цена может пойти вверх, то есть она будет обоснована, то есть будет спрос, а это даст рабочие места, это даст занятость на селе, популяризация этой профессии и пчеловода, и пчеловода-бортевика. И я надеюсь, что это будет очень серьезным толчком в развитии всего пчеловодства у нас в республике. Выйти на создание каких-то лекарственных препаратов на основе натуральных предметов, не на основе химических каких-то элементов, которые мы получаем через синтез химических элементов, да, а за счет натуральных элементов, с которым человек знаком, человечество знакомо уже многие годы. Значимость вот этого исследования как раз в этом и заключается. Но для этого, конечно же, нужна поддержка. И научное сообщество, и пчеловоды республики надеются, что государство поддержит клинические испытания. Пока же уфимские ученые продолжают исследования меда и прополиса на клеточном уровне. Биохимики планируют модифицировать выделенный пиностробин халкон и усилить его противоопухолевые свойства. Россия – одна из 3 стран в мире, где сохранилось бортевое пчеловодство. И сейчас у башкирского меда есть реальный шанс стать эффективным оружием в войне человечества против рака.